Добрый день, оператор Наталья. Чем могу вам помочь? В колл-центре Единого информационного центра сейчас самая жаркая пора. 35 операторов в круглосуточном режиме принимают звонки татарстанцев, которые только сейчас решили для себя, что им необходимо перенастроить свои телевизоры на прием цифрового эфирного ТВ. Потому как в 10 часов утра 14 октября на экранах их телевизоров вместо цветной картинки появится черно-белая рябь. Еще неделю назад операторы колл-центра принимали в день не более 70 звонков. Сейчас их количество увеличилось до 150, а к 14 октября, когда в Татарстане отключат аналоговое телевидение, количество звонков увеличится до 1000. Как говорят специалисты колл-центра, к такому объему информации они готовы. С 1 апреля, когда заработала горячая линия, на единый номер 8 800 222 87 16 поступило уже 1600 звонков. Больше половины из Казани, все остальные из крупных городов республики. Где и какое оборудование можно приобрести и как его настроить – основные вопросы, которые задают абоненты. Время ожидания ответа оператора – 10 секунд. Почти 1000 татарстанцев понадобилась помощь так называемых цифровых волонтеров. Я цифровой волонтер. Пришел к вам по поводу подключения цифрового телевидения. По всей республике прийти на помощь сейчас готовы более 2000 цифровых волонтеров. Как говорит Роман Нурмеев, чаще всего ему приходится помогать пожилым и одиноким старикам. Мусуфя Бектагирова сама купила приставку в магазине электроники. Чтобы не ошибиться с выбором, она захватила с собой документы на телевизор. Первый канал. Россия показывал. Вот это ТНВ показывал. Настройка приставки для приема цифрового эфирного телевидения заняла всего 5 минут. Столько же времени ушло на обучение бабушки, как правильно пользоваться приставкой. Ведь теперь в ее арсенале не 1, а 2 пульта управления. А самое главное, на какой кнопке теперь ее любимый телеканал «Новый век». 2 раза 0, потом 3 ТНВ, да? Да, 1003 канал. Я люблю телевизор смотреть. И сама еще песню свою. Новости показывает. И Ильшат Аминовна люблю я. Он по-татарски хорошие слова. Спасибо, Улам. Я говорю, Ильшат Аминовка. Прежде всего хочется успокоить зрителей ТНВ. ТНВ никуда не денется, оно останется вещать в аналоговом формате. Кроме того, все зрители, которые смотрят ТНВ в кабельном телевидении на 21 кнопке, для них тоже ничего не изменится, все останется по-прежнему. Также по-прежнему останется все, кто смотрит ТНВ в спутниковом сегменте. Чтобы в домах переход на цифровое эфирное ТВ состоялся, управляющие компании обязаны установить всеволновые общедомовые антенны. Если жильцам дома подключиться к цифре не удалось, нужно жаловаться. Во-первых, требуется управляющей компании, чтобы управляющая компания она поставила такую антенну, которая будет поддерживать, принимать цифровой сигнал. Это раз. И два, конечно же, об этом лучше сообщить по телефону горячей линии, чтобы, в свою очередь, мы, как Министерство информатизации и связи, вместе с городом отработали данный вопрос и взяли данный дом на особый контроль. Телевизоры, приобретенные после 2013 года, вообще не нуждаются в приставках. Они уже поддерживают нужный формат DVB-T2. Нужно лишь перенастроить телевизор. Со старыми телевизорами сложнее. К некоторым образцам нужно докупить специальный переходник от SCART-разъема. Вот почему Роман не смог подключить к цифре телевизор Суфии Ибрагимовой. После того, как соседи купят переходник, волонтер вновь придет к одинокой бабушке. Но для этого нужно опять оставить заявку в колл-центре. На российском рынке сейчас представлено 1000 моделей цифровых приставок на любой вкус и кошелек. Как разобраться в них, помогут консультанты магазинов цифровой техники или сотрудники Почты России, где также можно купить оборудование. В том случае, если телезритель пользовался домашней метровой антенной, лучше купить всеволновую с усилителем, советуют специалисты. Всю информацию по переходу на цифру можно найти и на сайте tataria.rtrs.ru. Здесь же и список населенных пунктов, оказавшихся вне зоны приема эфирного цифрового ТВ. Таких в Татарстане 157. Их жителям нужно перейти на IPTV или купить тарелку спутникового телевидения. Разницу между цифровым телевидением и аналоговым ощутил и Фарид Сибгатуллин из села Мульма Высокогорского района. 6 лет назад он купил тарелку для плазменного телевизора. Теперь хочет купить еще одну для старенького на кухне. 4-й вот так показывает, 5-й вот так, это Казань, ТНВ.
Инвалидам, пенсионерам, одиноким старикам и малоимущим гражданам предусмотрена компенсация за покупку приставки и антенны по 1000 рублей и до 7300 рублей за тарелку спутникового ТВ. Люди приобретают соответствующее оборудование, не обязательно нужно сохранить соответствующий чек, представить его в отдел социальной защиты, представить справку о доходах и, соответственно, вы получите компенсацию, указав счет, на который вам будет перечислена эта сумма. В Татарстане эфирное цифровое ТВ можно смотреть уже с декабря прошлого года. На просмотр телепрограмм в новом, более качественном формате не перешли всего менее 1% жителей Татарстана. Елена Горбунчикова, Роман Безменов, Андрей Мохов и Андрей Ключников. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.